Территории, где возможность затопления наиболее вероятна, определили специалисты природоохранного ведомства. Речь идет о прибрежных зонах рек Арамхи, Назранка, Кенч, Яндырка, Алиюртовка и Эни в пределах 8 населенных пунктов. Работы проведены в соответствии с планом-графиком, утвержденным Западно-Каспийским бассейновым водным управлением. Цель – максимально минимизировать человеческие жертвы и материальный ущерб в период паводков и других природных катаклизмов. Они вполне уравновешены и не так часто выходят из себя, но когда это происходит, целые районы объявляются зонами чрезвычайных происшествий. Эти кадры сделаны в Горной Ингушетии в 2012 году на участках разлива Асы и Арамхи. Тяжелые последствия затопления прибрежных территорий, основных водных артерий регион пожинал и в 2002 году. Слава Всевышнему, в нашем регионе какие-то серьезные большие затопления достаточно большая редкость, в среднем раз в 10 лет. Чтобы впредь избежать или минимизировать подобные последствия, по поручению президента во всей стране несколько лет назад запустили масштабный процесс установления границ зон затопления и подтопления. В 2018 году президентом Российской Федерации было дано поручение завершить работу установления границ зон затопления и подтопления на территории всей Российской Федерации. В соответствии с чем с 2018 года эта работа ведется, и завершающий этап проведен сейчас, в 2022 году. Материал по определению границ, подготовленный подрядной организацией, будет подробно изучен как заказчиком в Ингушетии, так и курирующими ведомствами на окружном и федеральном уровнях. Утвержденную карту обнародуют. Когда эти все зоны будут установлены, каждый из нас может зайти на публичную кадастровую карту и увидеть, попадает ли тот или иной участок в возможную зону затопления. И в соответствии с чем принимать решение, например, хочет он купить участок или начать строительство, он будет знать, есть у него вероятность затопления. В пресс-релизе Минприроды также говорится, что исследования проходили и на берегах Назранки, Кенча, Яндырки и даже Алиюртовки и Эни. Отныне хозяйственная и иная капитальная деятельность в указанных зонах будет строго регламентироваться. Что произойдет с объектами, которые появлялись на берегах раньше, пока неизвестно. Ибрахим Цароев, Малс Кегиев, Наиб Тищев, Весть Ингушетия.